В день мы находим в среднем 5-6 боеприпасов. Большинство находим мы осколков от боеприпасов, авиационных снарядов. Также находим и другие сельские принадлежности. Что касается боеприпасов, как и говорили, чаще всего саперам попадаются те самые мини-бомбочки из РБК, разовой бомбовой кассеты. Лежащая у поверхности такая бомбочка может сработать от любого, даже самого слабого прикосновения. Американская, да? Все американское. Блу-24, так называемая мандаринка в простонародье. Мандаринками эти бомбы назвали за цвет. Парадокс. Создатели знали, что часть из них не сработает, и специально покрыли ярко-оранжевой краской, чтобы потом легче было найти. Но, увы, именно такой яркий цвет больше всего привлекает детей. До 30% бывает невыработок. И ваша задача собрать вот эти 30%. Наша задача не собрать, наша задача найти, обозначить, передать лаосской стороне, а они уже занимаются уничтожением. Почему он не сработал, причина не ясна. Он может сработать в любой момент. Он мог лежать годами, а потом раз там подул ветер, там попал в воду, задел датчика, он может отработать. Уточним, этот боеприпас образец. Его давно обезвредили лаосские саперы. За прошедшие годы они собрали богатейший урожай смерти, с которым решили познакомить и нас, журналистов. Ну вот, например, бабочка. Как птица. Если мандаринка срабатывает при ударе о землю, то бабочка, наоборот, становится миной, на которой по замыслу должна подрываться пехота. А этот образец – противотанковый боеприпас, который сбрасывают на парашюте. То есть они их раскидали, они могут висеть на деревьях, и если едет танк, удар, и взорвалась, так? Да. Артиллерийские снаряды, зажигательные бомбы, капсулы, начиненные напалмом – все эти старые боеприпасы производства США стали новинкой для нас, журналистов. А вот для саперов это вещи известные. До поездки в Лаос все они прошли курс по изучению американских мин, бомб и снарядов. Более того, на полигоне в Нахабино были отработаны способы поиска этих боеприпасов. И в земле, и в камнях, и в траве. Ведь разные места залегания требуют разных подходов к поиску боеприпасов. И такую серьезную подготовку саперы прошли, невзирая на то, что каждый из них специалист с боевым опытом. Весь отряд, все 36 человек побывали в Сирии, причем по 2, 3, 4 раза. Они очищали Алеппо, Дейр-эз-Зор, Пальмиру. За плечами каждого сотни обезвреженных взрывоопасных предметов самых разных типов. Более того, эти парни занимались обучением саперному делу сирийских добровольцев, когда наше российское Министерство обороны создало в Сирии филиал российского же международного противоминного центра. Такого опыта, как в Российской Федерации, сейчас нет ни в одной стране. Оснащенность наша, она сегодня тоже передовая. Это средства защиты, это средства поиска. Ну, исходя из этого, словно, это не одно государство Лаос только желает сегодня видеть наш противоминный центр у себя на территории. Это достаточно много государств, особенно тех азиатских, которые, в общем-то, достаточно серьезно насыщены этими взрывоопасными предметами.